Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение социально-экономических особенностей стран мира. Тема нашего урока – типология современных стран мира. В ходе лекции предлагаю вам делать краткие записи основных понятий темы и характеристик групп стран мира. Также используйте политическую карту из вашего атласа, чтобы лучше ориентироваться во взаимосвязи стран в группах. Надеюсь, что вы приготовились, и мы начинаем. Типология стран мира – это проблема, которой долгое время занимаются как экономисты и политологи, так и представители других наук. Принято считать, что типология относится к историческим категориям. До начала 90-х годов существующие страны делили по 3 топографическим критериям – социалистические, капиталистические и развивающиеся. Под действием рыночной экономики были добавлены такие критерии, как валовой внутренний продукт и индекс человеческого развития. В связи с этим учли уровень и характер социально-экономического и политического развития. Выделяют 3 группы стран мира – экономически развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой. Наряду с этим широко распространена двухчленная типология стран, подразделяющая их на экономически развитые и развивающиеся. Напомню, что в основе типологии лежат качественные изменения в странах мира. Историческая смена общественно-экономических формаций, приобретение политического суверенитета, введение новых форм государственного устройства, образование межгосударственных политических союзов и организаций, появление, исчезновение горячих точек. По типологии, принятой Организацией Объединенных Наций, по уровню социально-экономического развития страны подразделяются на экономически развитые страны, страны первого мира, к числу которых относятся 30 государств Европы, Азии, Африки, Северной Америки, Австралии и Океании. Все они отличаются высоким уровнем экономического и социального развития и большими значениями показателей ВВП из расчета на душу населения. Среди них выделяют 10 самых влиятельных стран мира.
странам Большой Семерки относят США, Японию, ФРГ, Францию, Италию, Великобританию, Канаду. Они обладают высоким экономическим потенциалом и влиянием на политическую и экономическую жизнь планеты. Интересно, что понятие «большая семерка» возникло из-за ошибочной расшифровки в начале 90-х годов английского сокращения Group 7. В действительности и оно расшифровывается как «группа 7». Наверняка вы встречали и понятие «группа 8» или «большая восьмерка». В чем же их различие? Большая восьмерка – это группа промышленно развитых стран-лидеров, в состав которой, кроме стран Большой Семерки, входит и Россия. Группа 8 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет формально определенных критериев приема, устава и постоянного секретариата. Решения о восьмерке носят характер политических обязательств государств-участников. В рамках восьмерки осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам. При принятии решений действует принцип консенсуса. К высокоразвитым малым странам Европы относят Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Данию, для которых характерны высокие показатели ВВП на душу населения. Стабильность в хозяйстве этих стран ведущую роль играет сфера услуг. Среднеразвитые страны – это Греция, Португалия, Испания, Ирландия, Турция. Они отстают от развитых стран по размерам и структуре ВВП, а также по уровню доходов населения. Португалию и Грецию, а также Турцию, часто выделяют в группу стран догоняющего развития. К странам переселенческого капитализма относятся Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Канада, Израиль. Эти страны практически не знали феодализма и отличаются своеобразием экономического развития. А теперь рассмотрим страны с переходной экономикой. Это страны второго мира. Большинство – постсоциалистические страны. Страны с переходной экономикой по своим показателям чаще всего занимают переходное положение между экономически развитыми и развивающимися странами. К этому типу относятся страны СНГ, 15 государств Центральной и Восточной Европы, Китай, Монголия. Развиваясь в прошлом по социалистическому пути, хозяйство этих стран ориентировалось на коллективный сектор, централизованное планирование экономики и приоритетное развитие базовых отраслей промышленности. Развивающиеся страны – страны третьего мира. К развивающимся странам относят около 150 стран и территорий, которые вместе занимают более половины площади земной суши и концентрируют около 3/5 мирового населения. Некоторые из них обладали независимостью еще задолго до Второй мировой войны, но большинство добилось самостоятельности в послевоенный период. Развивающиеся страны подразделяются на 6 больших групп. Ключевыми странами являются Индия, Мексика, Бразилия. Это лидеры третьего мира, обладающие огромным природным, людским и экономическим потенциалом. Страны относительно зрелого капитализма – Аргентина, Венесуэла, Уругвай, Чили, Кипр, азиатские тигры. В этих странах за 25 лет сделали резкий, качественный скачок социально-экономических показателей на росте обрабатывающей промышленности. Их относят к новым индустриальным странам первой волны. Экономика этих стран за короткий срок совершила переход от отсталой, типичной для развивающихся стран, к высокоразвитой. Из латиноамериканских стран сюда относят Аргентину, Бразилию и Мексику. Позже к ним присоединились новейшие индустриальные страны или страны НИС второй волны – Индия, Малайзия, Таиланд и Чили. НИС третьей волны – Индонезия, Турция, НИС четвертой волны – Иран, Филиппины. Существуют две основные модели НИС. Азиатская модель – это развитие национальной экономики с преимущественной ориентацией на внешний рынок, и латиноамериканская модель
которая предполагает ориентиры на импортозамещение. Следующая группа стран – это страны-экспортеры нефти и нефтепродуктов. Страны с высокими доходами и небольшим населением. Эти страны обладают большим капиталом, который они в основном располагают в развитых странах. Например, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Бруней, Алжир, Венесуэла. Все эти страны объединились в организацию ОПЕК для стабилизации цен на нефть. Наименее развитые страны – это государства со слабой экономикой и низким уровнем жизни населения. В основном это аграрные государства, страны плантационного хозяйства или, как их еще называют, банановые республики. На 2018 год в составе данной группы было 47 государств. К этой группе относятся страны Афганистан, Непал, Бангладеш, Йемен, Гаити, Мали, Чад, Эфиопия, Сомали, Лаос. Среди стран, отстающих в своем развитии, Пакистан, Боливия, Шри-Ланка и другие. Среди развивающихся стран выделяют еще несколько подгрупп. Промежуточные страны – это самая многочисленная группа. Общим для них является развитие легкой и добывающей промышленности. Мелкие – страны-квартиросдатчики, страны налогового рая, страны-отели, удобные флаги. Это Мальта, Кипр, Панама, Либерия, Багамские острова, Бахрейн. Итак, мы рассмотрели с вами типологию стран мира с учетом социально-экономических характеристик развития. Но для развития любого государства огромное значение имеет форма правления и управления хозяйством. Основные формы правления стран мира – республика и монархия. Республика – это форма правления государства, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются, либо создаются общенациональными представительными учреждениями – парламентами. Обычно в республиках законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная – правительству. Смешанная республика – это республика, находящаяся в баланс между президентом и парламентом. Одной из первых республик с подобной формой правления была Веймарская республика в Германии. Из современных государств к смешанным республикам относится Пятая республика во Франции, которая была образована после 1958 года, а также Литва, Румыния, Украина и наш Кыргызстан. В президентской республике президент – глава правительства, наделен большими полномочиями, а в парламентской республике правительство возглавляет премьер. По форме государственного устройства республики подразделяются на унитарные и федеративные. Республиканская форма правления возникла в древности, однако большинство современных республик сформировались после распада колониальной системы в новое и новейшее время. Сейчас в мире насчитывается около 150 республик. Выделяют также конфедерацию – союз государств по двум типам. Содружество – это объединение равноправных участников, например, Евросоюз. Ассоциация – союз малых стран с большим государством. Монархия – это древняя форма государственного устройства, сохраняющаяся сегодня в различных интерпретациях в 44 странах мира. Монархия – это форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит одному лицу – монарху, и обычно передается по наследству. Человек с древнейших времен выстраивал иерархию в своей группе. Еще в родовых объединениях зарождаются прообразы будущих монархов. Изначально такие главы родовых племен несли функцию хранителя обрядов. Их власть сводилась к выполнению различных ограничений и запретов. Например, японский император обязан был несколько утренних часов просиживать в неподвижной позе, чтобы привлечь в страну гармонию и мир. Любое его движение могло спровоцировать войны, землетрясения, пожары и прочие катаклизмы. От былого для монархов остался жесткий протокол, которому подчинено общение простых смертных с коронованными особами.
Наибольшее развитие монархия приобрела в средние века и новое время. Сейчас в мире насчитывается около 30 монархий. Большинство из них находится в Европе и Азии. По принципу наследования престола различают 3 вида монархии. Самая древняя – это родовая монархия. Монархом становился только представитель авторитетного рода. Династическая – самая распространенная. Престол переходит от отца к сыну, иногда от брата к брату. Интересно, что в Японии династия Микадо не прерывалась ни разу за более чем тысячелетнюю историю существования. Выборная – самый редкий вид монархии, который связан с отсутствием добровольных претендентов на престол или династическими кризисами. В России в 1613 году в условиях такого кризиса Земским собором был избран новый царь из династии Романовых Михаил Федорович. Примерами стран, где до сих пор сохранились монархи, могут служить Великобритания, Норвегия, Дания, Швеция, Иордания, Марокко, Саудовская Аравия. По объему ограничений, накладываемых на монарха, различают абсолютную монархию, конституционную и теократическую. Конституционная монархия делится на парламентскую монархию и дуалистическую. Дуалистическая монархия – это переходная форма, при которой власть монарха ограничена парламентом в законодательной области. Абсолютная монархия – монархия, предполагающая почти неограниченную власть монарха. При абсолютной монархии правительство или другие органы власти ответственны лишь перед монархом, как главой государства, а парламент в ряде случаев вообще отсутствует или является лишь совещательным органом. Конституционная монархия – монархия, при которой власть монарха ограничена Конституцией. При конституционной монархии реальная законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная – правительству. Теократическая монархия – монархия, при которой политическая власть принадлежит главе церкви или религиозному лидеру. Особую форму правления имеет государство Содружества наций, старейшее межгосударственное объединение, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии. Членами Содружества являются 53 независимых государства. Большинство стран Содружества сегодня – это республики. У 6 есть свои монархи. Государственное устройство, отличное от монархии и республики, это ливийская арабская джамахирия. Этот политический режим образован в 1977 году путем принятия декларации Сепхи, упразднившей республику. Провозгласил и обосновал новое устройство в Третьей всемирной теории Муаммар Каддафи. По политическому режиму выделяют 3 группы стран. Демократические, с политическим режимом, основанным на выборности органов государственной власти. Авторитарные, режим основан на беспрекословном подчинении власти. Тоталитарные, с политическим режимом, при котором государственная власть сосредоточена в руках одной партии. Итак, сегодня мы подробнее остановились на изучении принципов разделения стран мира на социально-экономические группы. Теперь выполните небольшие задания. К какой части света относятся группы крупных стран мира? Это страны Африки, Европы и Азии. Следующее задание. Назовите микрогосударство, которое имеет наименьшую площадь и форму правления теократическая монархия. Ответ – Ватикан. Какая из стран-гигантов относится к странам низ? Индия. И последнее задание. Определите, к какой группе развивающихся стран относятся следующие государства: Бангладеш, Бразилия, Индия, Кувейт, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Сомали, Республика Корея, Эфиопия.
Проверяем. Ключевые страны – Индия и Бразилия. Новые индустриальные страны – Сингапур, Республика Корея. Нефтедобывающие страны – Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты. Наименее развитые страны – Бангладеш, Непал, Сомали, Эфиопия. Надеюсь, что сегодня вы узнали много интересного о странах мира и вам захотелось узнать еще больше. Всего вам доброго, до новых встреч!